Официальные партнеры: ресторан «Республика», клиника эстетической медицины, кафе-кемпинг М5, парк-отель «Тихий берег». Главный приз – свадебное путешествие от компании «Эдем Турс». Мы готовились к первой свадьбе в ресторане «Республика» почти 1,5 месяца. Десятки специалистов, настоящих профессионалов, создавали идеальную свадьбу Камилы и Ромы. Накануне декораторы уже начали украшать зал. Небо и солнце. Эти элементы были основным пожеланием ребят. Посмотрим, как с этой задачей справились студия декора «Белый эльф». Напомню, что в нашем телепроекте мы показываем, что и почем на свадебном рынке Уфы. А это значит, что в ходе программы вы увидите все реальные цены и скидки, которые получили наши участники. Ну что, ни пуха, ни пера. Утро жениха и невесты. Что ты думаешь насчет этого? Смотри, я немного не побрился. Оставить так? Пойдет же? Судьбой, да? Пока руку бери. Да, и теперь касайся. О, вообще я уже разыгрался. Так, у нас осталось 15 минут. До сбора или до регистрации? До сбора. Напомню, регистрация ребят будет проходить в отеле Hilton Garden Inn. Свадебный номер в этом же отеле молодожены получили в подарок от ресторана «Республика». Мы на финишной прямой. Да, осталось совсем чуть-чуть, и мы начинаем. Мы шли к этому дню очень долго, местами больно, где-то весело. Это было настоящее приключение. И я надеюсь, что наша свадьба пройдет идеально. Итак, свадьба Ромы и Камилы прямо сейчас. Это тебе. Спасибо. Встречайте, жених Роман. Если бы он был небом, то она была бы его солнцем. Но такой, как сегодня, он ее еще не видел. Дамы и господа, это будет их первая встреча в этот день. Встречайте, ослепительная невеста Камила. С большим волнением Фарид Оксанович передал сейчас руку Камилы и ее будущему избраннику. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Давайте поддержим. Руки трясутся, волнуется наш жених. Ты что, опять плачешь? Да, раньше времени, по-моему. Сам немножко даже. Знаете, сегодня личные эмоции Камилы и Романа вы видите на самой поверхности, но они, правда, искренне хотят поделиться с вами своим счастьем. И они даже готовы сейчас, здесь, в присутствии родных, близких и друзей, поделиться мечтами, планами, чувствами. Роман, как будущий глава семьи, начнет первым. Прошу. Я счастливейший человек. Я до сих пор еще не представляю, это правда вообще, нет? Неужели мне так повезло в этой жизни? Камилочка, я обещаю тебе, что ты будешь самая яркая звезда всю жизнь. И я буду идти на твой зов, яркий свет. Я очень люблю тебя, я очень дорожу тобой. Я обещаю много-много счастливых детей и здоровую крепкую семью. Я буду любить тебя вечно и дорожить тобой, и восхищаться тобой, как сегодня, всю жизнь. Я очень тебя люблю, дорогая. А если, говорит, ты не согласишься, я сделаю тебе болевой. Хочу сказать, что я обещаю, что буду всегда тебя во всем поддерживать, всегда тебя ценить, уважать
идти с тобой туда, куда скажешь только ты. Я обещаю, что мы будем самой счастливой семьей. Роман, Камила, пусть любовь и взаимопонимание в вашей семье станут источником вдохновения для изобретения новых семейных традиций. Нам нужно не тоже какую-нибудь традицию выдумать. Например, не плакать во время того, как молодожены читают клятвы. У меня ощущение, что мы с каждой свадьбой будем плакать все больше. Я не знаю, что с этим делать. Это правда. В присутствии ваших родных, близких попрошу вас ответить на самый главный вопрос. Согласны ли вы стать мужем и женой? Прошу ответить вас, Роман. Нет, не позволит сказать мне сердце. И, конечно, я говорю «да». Прошу ответить вас. Конечно, да. Да. С этого момента вы муж и жена. Здравствуйте, молодожены. Я тут мимо проходил и узнал, что у вас свадьба, и я не мог не заглянуть и не поздравить вас, друзья. От чистого сердца поздравляю вас. И хотел бы пожелать вам счастья, семейного счастья, благополучия. И оставайтесь всегда такими красивыми, милыми. И самое главное, чтобы ваша семья прямо была такая крепкая и до последнего. Давайте еще шума, давайте. Ура! А можно с вами сфоткаться? Музыку громче поставьте. Давай. Давайте хоть чуть-чуть горько, давайте. Горько. 2, 3, 4, 5, 6. Будьте счастливы! Ну как же без свадебной фотосессии? Тем более, что Камила и Рома выбрали для нее одну из самых модных локаций в городе – Арт-Квадрат. Не важно то, что никто не оценит. Это для тебя имеет смысл, для других нет. Просто расслабься, обо всем забыв. Напивай со мной, это несложный мотив. Если осень за окном, скоро зима, если снаружи холодно, а внутри жара. Представь, что мы где-то на берегу Мальдив, глядя на закат, поешь этот мотив. Не важно то, что никто не оценит. Это для тебя имеет смысл, для других нет. Просто расслабься, обо всем забыв. Напивай со мной, это несложный мотив. Они такие классные, они просто как будто с картинки какого-то журнала мирового. Роман и Камила. Громкие аплодисменты! Громче! 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 Те! Я хочу сейчас пригласить сюда, на эту сцену, красавца-мужчину. Человека, который сделал самый правильный выбор в своей жизни. Наш красавец-жених Роман, ему аплодисменты! Рома,
тебе слово. Я, Камилочка, очень хотел сделать какой-то необычный сюрприз. И я нарисовал небольшой эпизод, который олицетворяет тебя как солнце, как лучик света, который светит на меня. А я в то же время часть неба, без которого солнце не может светить. Я хотел это изобразить в таком виде, да. Я, конечно, не буду врать, мне помогли немножко, но здесь моя рука. 4 часа я рисовал, и я очень старался. Я хотел сделать что-то необычное. Девчонки, разрешается пускать слезы и снимать это на видео. Первый свадебный танец Романа и Камилы. Встречаем! Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Здесь все только близкие, только родные друзья. Здрасте, добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Ты та, про которую я готов кричать, baby love you. Ты моя жизнь, и еще скажу я, кстати, что скучать мне придется нам уж точно. У нас будет сын, потом дочь, потом сын, потом дочь, потом. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Здесь все только близкие, только родные друзья. Здрасте. Я не буду много говорить, поэтому просто спою и прошу строго не судить. Я не устала летать на белых крыльях своих. Я никогда не умела жить по чуть-чуть, не выбирая опять из миллионов других. Я понимаю, что просто тебя хочу. Хочу любить, просто тебя хочу. Хочу любить. Кому-то снится закат, кому-то снится рассвет. Мы все повернуты на своих чудесах. А я скучаю тогда, когда тебя рядом нет. А остальное ведь ты все знаешь сам. Я твоя маленькая девушка в шикарном авто. Я твоя ласковое море, что нельзя переплыть. Я знаю то, о чем, наверное, не знает никто. Не просто, 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 просто очень нужно любить. Очень нужно любить. Очень нужно любить. Любить тебя. Очень нужно любить. Любить тебя. Малыш, я тебя очень сильно люблю. Елена Башкирцева, Иван Тихонов. Ваши громкие бурные! Наши традиционные песенечки. Я думаю, что неспроста Боженька дает нам различные испытания. И в нашем проекте у вас их было предостаточно, чтобы понять, что все это пустяки.
Сколько бы поражений не было на вашем жизненном пути, главное, чтобы все это время вы были всегда вместе и рядом. То, что были поражения, это мелочь по сравнению с тем, что может быть в реальной жизни. Поэтому я вам желаю, чтобы все в вашей жизни было по любви и вместе. Ребята прошли очень много трудностей, но несмотря на это, главный свой приз вы получили. Это то, что происходит сейчас. И я очень хочу, чтобы ваша совместная жизнь была такой же яркой, насыщенной, как вся ваша жизнь в нашем проекте. Но ссориться не надо. И мы для вас приготовили еще один небольшой сюрпризик. Это нарезочка вашей жизни в реалити-шоу под наш гимн, который написала Полина Кобец. Сейчас мы все его увидим. Все внимание на экраны. Я и ты, целый мир замедлил бег для нас двоих. Я и ты, невозможно отвести глаз от тебя. Я хочу сказать те самые слова. Ура! Господи, Лена, свадьба — это так волнительно. Господи, Вань, что за актер в тебе проснулся? Всю жизнь мечтал в кино сняться. Угу. А ты знаешь, что мы уже в кино? Руку давай. Наша работа строится таким образом, что мы разворачиваем свою маленькую студию, зеленую маску, там снимаем всех гостей, которые хотят участвовать в кино, и потом уже после монтажа, где-то через часа два на этой же вечеринке показываем уже готовый фильм с участием всех присутствующих. Уникальное для нашей республики шоу, которое устраивается на свадьбах и прочих мероприятиях таких коллективных. Люди очень рады видеть себя в каком-то фильме. Конечно, они бывают очень приятно удивлены, в какой атмосфере они оказываются на экране. Вот. Ну и, конечно же, потом это остается для гостей, и все могут пересматривать это сколько угодно раз. В третий и четвертый раз это вызывает столько же смеха и эмоций, сколько и в первый. Вы, я так понимаю, единственные у нас в республике? Да, в республике единственные пока. Поедем к тебе или ко мне? Помнишь меня? Геленджик, прошлое лето. Поздравляю, папа. Доча, красавица, вся в тебя. Здравствуйте, я из налоговой. Наконец-то я вас нашла. У меня есть к вам парочка вопросов. Иннокентий Петрович, что же вы делаете? Вы не Иннокентий Петрович? Прошу прощения, я ошиблась. Роман решил пригласить свою маму на медленный танец. Я думаю, это стоит ваших громких аплодисментов. Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.
прости меня, прости. Мамуля, мама, мамуля, мама. Мамуля, мама. К родителям своим относитесь так же, как вы бы желали, чтобы ваши дети относились к вам. То, что никто не оценит, это для тебя имеет смысл, для других нет. Просто расслабься, обо всем забыв. Напивайся, но это несложный мотив. Если осень за окном... И раз, и два, и три. Вот это был прыжок! И сейчас вот так вот. Открою маленький секрет. Иван и Елена сами его пекли, сами его изготавливали, да? 3 дня и 3 ночи, между прочим. А они кондитеры, если что, обращайтесь к ним. Ребят, хочу пожелать вам только одного. Это все про них. Чтобы ваша жизнь была такой же вкусной и красивой, как этот торт. И сладкой. Пойдем. Мы сделали свое дело, друзья. Мы сделали эту свадьбу. Еще одних ребят сделали счастливее. Да, Намного но вы счастливее. никогда не переключайтесь, потому что впереди следующая свадьба. Еще столько же эмоций и столько же переживаний. Это торжество, мы не ожидали такого. Мы первый раз играем свадьбу, слава богу. И да, надеемся, что у нас все получится, что мы пригласим вас на зубок, и у нас все будет замечательно в этой жизни. Спасибо вам большое, просто низкий вам поклон до колен. Спасибо вам большое, родные, близкие, друзья, товарищи. Я всегда буду обязан вам. Я присоединяюсь к словам своего мужа. Я хочу сказать спасибо за ваши искренние слова, ваши искренние пожелания. На самом деле, можно не верить словам, которые говорят люди, но можно взглянуть в их глаза и увидеть все то, что они думают. Всем огромное спасибо, и большущее спасибо я хотела бы сказать телеканалу БСТ, Ванечке, Леночке, все, кто не знает наших операторов, Виталий, Бородач, его зовут Айдар, нашему суперменеджеру, Артур, идем сюда. Большое спасибо нашему суперрежиссеру Альберту, идем к нам. Вы просто не представляете, какой большой вклад эти люди внесли в наше торжество, в нашу подготовку. Мы вам очень благодарны и желаем вашему телеканалу большое процветание и успех каждому из вас. Спасибо, дорогие. Спасибо большое, ребят. Мы с Камилой поняли, что мы справимся с любыми сложностями благодаря вашей команде. Вы все сделали наш брак еще более крепкий и уверенный. Мы вам благодарны. Всем большое спасибо! Навсегда, навсегда мы с тобой улетим туда. Навсегда, навсегда мы с тобой улетим туда. Бюджет свадьбы Камилы и Ромы составил 567 200 рублей, но со скидками нашего телепроекта сумма значительно уменьшилась. Информационные партнеры программы: журнал «Свадьба на ура», журнал «Аксаков».
Официальные партнеры – ресторан «Республика», клиника эстетической медицины, кафе-кемпинг М5, парк-отель «Тихий берег». Главный приз – свадебное путешествие от компании «Эдем Турс».